Все меры социальной поддержки в этом году не только сохранены, но и проиндексированы, а также обеспечены финансово. На социальные выплаты жителям Коми из регионального и федерального бюджетов направлено порядка 14 миллиардов рублей. Сумма каждый год только растет. Бюджет республиканской госпрограммы «Социальная защита населения» на следующий год также планируется с увеличением. Это связано не только с индексацией выплат, но и введением по поручению главы Коми новых мер социальной поддержки жителей республики. Так, например, все ветераны боевых действий в этом году впервые получили единовременную ежегодную выплату с празднику 1 июля, Дню ветеранов боевых действий. Затем на одной из следующих сессий Государственного совета также впервые введена новая мера поддержки, которая сейчас успешно реализуется, связанная с оплатой проезда людям из труднодоступной местности к местам их диспансерного наблюдения. Никогда до второй половины 2022 года этой меры не было. Она введена впервые и будет сохранена на 2023 год. Все, о чем я сказал, и ежегодные выплаты ветеранам боевых действий, и выплаты по диспансерному учету, и все остальные социальные обязательства в полном объеме сохранены на 2023 год. И, безусловно, поскольку федеральный бюджет также участвует в софинансировании наших обязательств, суммы с каждым годом не только не сокращаются, они возрастают от года к году. В Госсовете Коми рассмотрение государственной программы «Социальная защита населения Республики Коми» состоится 8 ноября.